Все разнообразие культуры Чувашии увидели уфимские зрители. Самобытность и национальный колорит своего народа воплотили на сцене артисты Чувашского академического ансамбля песни и танца. Коллектив привез в Башкортостан юбилейную программу по случаю своего 95-летия. На концерте побывал Норман Скалькис. С самого первого концертного номера чувашский ансамбль раскрывает многообразие культуры своего народа. Здесь и славянское радушие, финно-угорская сдержанность и, конечно, тюркская страсть. Последняя наиболее близка башкирскому зрителю. Знакомые мотивы уловят многие. Конечно, мы все, в общем-то, и башкиры, и мы восточные народы. Хотя, конечно, историческое развитие, религия оказало влияние. Мы немножко сейчас разные, конечно, язык разный, религии разные, и в какой-то степени и музыкальные, и танцевальные культуры разные у нас. Гости из Чебоксар выступили в концертном зале гаскаровцев. Оба ансамбля многое связывает. Они частые гости друг у друга, а в этом году отмечают свои юбилеи. Правда, чувашский коллектив на 15 лет старше. Свое 95-летие празднуют юбилейной программой. Ей же поздравили своих коллег из Башкирии. В основном, то есть мы хотели показать золотой фонд. Золотой фонд – это то, что у нас сохранилось в нашей традиции. Я сам из Башкирии, с города Нефтекамска родом. Закончил я Казанскую консерваторию. После этого меня пригласили в город Чебоксары. Пока в программе чувашского коллектива нет башкирских песен и танцев, хотя сами артисты хорошо знакомы с особенностями их исполнения и утверждают, что как появится возможность, с удовольствием включат их в свой репертуар. Самое главное, мне кажется, душа. И композиторы, башкирские композиторы, и чувашские композиторы в песнях, мне кажется, всегда в первую очередь дают возможность солисту показать свою душу. После краткого визита в Башкирию ансамбль начнет готовиться к следующему сезону. Основные концерты по случаю юбилея коллектива пройдут уже осенью. Норман Скалькис, Александр Соболев, Россия. Культура. Башкортостан.